والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис в этой главе хадис от Абу Муса аль-Аш'ари, ради Аллаху та'аля ан. Так, хадис от Абу Муса аль-Аш'ари, который сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Я Абдуллах ибн Кайс, о Абдуллах ибн Кайс, аля адуллюка аля канзи мин кунузил джанна, ла хауля ва ла куввата илля биллах». О Абдуллах ибн Кайс, указать ли мне тебе на сокровище из сокровищ рая? Это слова «ла хауля ва ла куввата илля биллах», нет силы и мощи иначе как с Аллахом. Хадис, который привели оба имама Бухари и Муслим. У Ан-Насаи есть добавление еще: «Валя мальджа мин Аллах илля илей». Нет укрытия от Аллаха иначе как у Аллаха. Итак, пророк алейхиссалату вассалам говорит, обращаясь к Абу Муса аль-Аш'ари: «Я Абдаллах ибн Кайс, о Абдаллах ибн Кайс». Это имя Абу Муса аль-Аш'ари. Абу Муса это что такое? Это отец Мусы, то есть кунья. Кунья этого сподвижника Абдуллах ибн Кайса. И он на самом деле более известен по своей кунье, нежели по своему имени. Пророк алейхиссалату вассалам говорит: «О Абдуллах ибн Кайс». Посмотрите, здесь есть что? Во-первых, я Абдуллах. Я это частица чего? Частица обращения. Для чего это обращение? Я, о Абдуллах. Для того, чтобы привлечь внимание собеседника, того, кому будет обращение, чтобы он внимательно слушал, что будет сказано. О, такой-то, я Абдуллах. Дальше сказано: аля адуллюка, а не указать ли мне тебе? Вот это аля называется по-арабски адату стифтах. Хорошо, то есть такая частица, которой начинаются слова. Для чего в арабском языке используется эта частица? Для того, чтобы, опять же, заострить внимание собеседника, того, к кому ты обращаешься, чтобы указать ему на важность слов, чтобы он проявил внимание к тому, что будет сказано. Посмотрите, эти слова пророка алейхиссалату вассалям, в них таким образом есть два оборота. Пророк алейхиссалату вассалям использовал два оборота, призванных что? Заострить внимание собеседника, чтобы он был внимателен. Первое какое? Какой оборот? Нида, да, то есть частица вот это обращение, частица обращения. А второе частица аля, да, адату стифта, которые начинаются слова для того, чтобы заострить внимание собеседника. Так, пророк алейхиссалату вассалям говорит: «О Абдуллах ибн Кайс, указать ли мне тебе на сокровища из сокровищ рая?» Сокровища из сокровищ рая. Что это значит? Это значит, что если человек скажет эти слова, то это большое сокровище будет, за которое он потом получит рай. То есть это будет уплата им цены. Цены за что? За вхождение в рай. Понятно? Канз мин кунузиль джанна. Это не значит, что эти слова «ля хауля ва ля куввата илля биллах», что это какие-то плоды рая, которые в раю есть, хорошо, или какие-то сокровища, которые лежат в раю, которые называются «ля хауля ва ля куввата илля биллах». Нет, сокровища из сокровищ рая, то есть тот, кто будет говорить эти слова, это будет с его стороны уплатой чего? Вот этой большой цены, сокровища. Ради чего? Ради вхождения в рай. Плоды рая, вещи, которые в раю, они в раю. Хорошо? Вещи, которые в раю, они в раю. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям, когда он совершал намаз затмения, произошло затмение солнца, и пророк алейхиссалату вассалям совершал намаз. Как известно, в намазе Аллах субхану ва тааля показал ему плоды рая, показал ему, точнее, даже гроздь виноград из рая. И пророк алейхиссалату вассалям даже протянул руку, хорошо, чтобы взять эту гроздь, сорвать ее. Но потом пророк алейхиссалату вассалям передумал делать это, решил не делать это. Почему? Потому что то, что предназначено для вечной жизни, для ахира, оно должно быть в вечной жизни. Оно должно быть в ахира. Понятно? Поэтому здесь, когда сказано «сокровище» и «сокровище рая», то есть то, посредством чего человек придет к раю. То, что приведет человека к раю. Наподобие слов пророка алейхиссалату вассалям, вспомните, сказано «Ма бейна бейти ва минбари». То, что между моим домом и моим минбаром раудатун мин риядиль джанна, сад из садов рая. То есть, что значит совершение намаза здесь, поклонение в этой части мечети пророка алейхиссалату вассалям между минбаром его
И сюда, хорошо, слева от Минбара, то есть до начала домов пророка, алейхиссалату вассалям, домов его жен, это что? Сказано сад из райских садов. Поклонение здесь ведет человека к краю, хорошо, к райским садам. Итак, сказано «Ля хавля ва ля куввата илля билля». Это сокровище из сокровищ рая. Нет силы и мощи иначе, как с Аллахом. Мы с вами говорили, что значат эти слова. «Ля хавля ва ля куввата илля билля». Нет силы и мощи иначе, как с Аллахом. То есть, переведение человека из одного состояния в другое. Переведение вообще положения дел из одного состояния в другое. Хорошо? Все это зависит целиком от Аллаха Субхану ва Тааля. Возможность человека что-то сделать, возможность человека получить какой-то итог своих действий, применить свои силы, это все возможно только благодаря Аллаху Субхану ва Тааля. Сила и мощь, все это приносит пользу только иначе как при помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Если даст это Аллах Субхану ва Тааля. Он, который может переводить вещи из одного состояния в другое. Ты не сможешь, если этого не сделает Аллах Субхану ва Тааля. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод, что человек, если он обращается к кому-то, особенно если он хочет сообщить ему нечто важное или научить его чему-то важному, должен использовать вот этот вот прием обучения, которому научил нас пророк, алейхиссалату вассалям, в сунне. Он должен использовать либо какие-то обороты специальные, то есть так свою речь строить, использовать такие обороты, которые привлекают внимание человека, либо то, каким образом он говорит, тон сам, интонация должны быть такими, чтобы привлекать внимание человека. Ну, например, то, что обороты какие-то словесные, это понятно, да, как здесь частица «я» или частица «аля». Ну, в русском языке, соответствующие в любом другом языке, есть свои какие-то такие обороты. А интонация тоже. Где-то повысить голос, чтобы человек обратил внимание, если он сейчас расслабился, если он погрузился в свои какие-то мысли. Повысить немножко голос. Хорошо. Или наоборот, понизить голос, чтобы человек напряг свое ухо и послушал внимательно. Раз понизили голос, значит, что-то сейчас будет сказано такое важное, что-то хорошо. Это важно использовать человеку, который учит людей, который призывает людей, хочет, чтобы они восприняли от него то, что он говорит. Хадис указывает нам на то, какой был прекрасный учитель пророка, алейхиссалату вассалям. Каждому человеку он обращается в соответствии с его состоянием, с его уровнем и так далее. Учитывает то, к кому он обращается. Дальше хадис нам указывает на, конечно же, достоинство такого сподвижника, как Абдулла ибн Кайс, Абу Муса аль-Аш'ари, ради Аллаху та'аля ан, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, как внимательно, с какой нежностью обращается к нему. О, Абдулла ибн Кайс. Это указывает на достоинство этого сподвижника, на его высокое положение, то, что ему передается вот такое знание важное. Отсюда, братья, мы делаем еще важный вывод, что человеку следует быть мягким, человеку следует быть внимательным в отношении своих товарищей, своих братьев-мусульман. Должен быть любезный с ними он. Хорошо? Он должен в своей речи использовать такие слова, которые вызовут любовь к нему, которые укажут человеку на то, что его любят. Не быть грубым в речах. Используй такие слова, чтобы человек почувствовал, что ты его любишь, что ты расположен к нему, что ты переживаешь за него, что ты для него не безразличен и так далее. Чтобы ему было приятно, что ты уважаешь его. Посмотрите, как учил нас этому пророк, алейхиссалату вассалям. Ну, конечно, это большая брешь. Сегодня среди мусульман, среди людей, еще которые говорят, что они последователи саляфу салих, праведных предшественников, они говорят, они последователи сунны, обращения друг к другу, обороты, которые они используют в обращении друг к другу, слова, которые они произносят, тон, который они произносят, конечно, оставляют желать лучшего. Ни мягкости, там, ни любезности, ни уважения, ни любви, ни расположенности. Это я говорю сейчас кому? Это я сейчас говорю каждому из тех, кто здесь сидит. И чтобы никто не думал про другого. Хорошо, да, мне сказали, ко мне обратились не так. Хорошо, нет, пусть он скажет, а я обратился к кому-то не так. Хорошо, каждый пусть про себя подумает. Дальше, другой вот из этого хадиса, что у рая есть сокровища, то есть те вещи, которые приводят
краю. И среди этих сокровищ слова «ля хауля ва ля куввата илля билля». Нет силы и мощи иначе, как с Аллахом. Посмотрите, означает ли это, что только эти слова сокровища рая, цена за рай? Нет, это часть из сокровищ рая. Почему мы сделали этот вывод? Потому что сказано «канз мин кунузил джанна». Указатель мне тебе на сокровища из сокровищ рая. То есть их на самом деле что? Много этих сокровищ. Дальше хадис указывает нам на что? На то, что человек, он должен отрекаться от возможности обойтись своими силами. Отречься от возможности обойтись своими силами, своей мощью. В этих словах есть отречение от чего? От претензий на вот эту возможность самому обойтись. Без силы и без мощи Аллаха Субхану ва Тааля. Нет силы и мощи иначе, как с Аллахом. Хадис указывает то, что нужно свои дела припоручать Аллаху. Да, ты делаешь, что от тебя зависит, но при этом сердцем полностью полагаешься на Аллаха. Припоручаешь свои дела Аллаху, понимаешь, что ты не обладаешь самостоятельной силой, самостоятельной мощью, которая не зависит от Аллаха Субхану ва Тааля. Совершенно нет. Хорошо? Ты должен отречься от этой возможности обойтись без помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Другой вот из этого хадиса важный, это желательность произнесения этого зикра и частого произнесения этого зикра. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Не только когда какие-то трудности. Да, когда происходит с тобой что-то, что сложно, тебе кажется какое-то дело сложным, ты произносишь эти слова ля хауля ва ля куввата илля билля. Это хорошо. Но не только когда есть какая-то сложность, а вообще просто так. Желательно также произносить вот эти вот слова. Потому что это сокровище, ведущее человека к раю. Дальше в версии другой, который приводит здесь Аль-Хафиз, то есть Ибн Хаджар Ас-Скаляни, сказано «Ля мальджа мин Аллах илля илей». Нет прибежища от Аллаха иначе, как к Аллаху. То есть человек не может найти прибежища, какого-то убежища от Аллаха Субхану ва Тааля, иначе как у самого Аллаха Субхану ва Тааля. Если Аллах Субхану ва Тааля пожелает тебе какого-то зла, пожелает тебе чего-то, какого-то несчастья, кто-нибудь сможет отвести от тебя это зло? Кто-то сможет отвести эту беду? Нет. Никто, кроме самого Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому дуа аль-кунут, дуа, которое читается в витре, одно из дуа кунута, сказано там, что сказано «Вабика минк». Я прибегаю к тебе от тебя. От тебя, Аллах, прибегаю к тебе. Хорошо. Если Аллах Субхану ва Тааля захочет наказать человека, кто может это наказание снять с тебя или отвести от тебя это наказание? Только Аллах Субхану ва Тааля. Эти вот слова очень важны, поэтому «Ля мальджа ва ля манджа минка илля илейк». Нет убежища, нет спасения от тебя, кроме как у тебя. Хорошо? Эти слова очень важны. Эти слова, они по смыслу сродни каким словам? «Ля хауля ва ля куввата илля билля». Почему? Потому что и те, и другие слова, они указывают нам на что? На то, что сила, мощь, все это у Аллаха Субхану ва Тааля. Ничего нельзя решить, ничего нельзя изменить. Ни от какой беды избавиться, ни от какой сложности избавиться, иначе как при помощи Аллаха Субхану ва Тааля. То есть и те, и другие слова, они являются припоручением человеком его дел Всевышнему Аллаху. Человек, даже неверующий, когда он оказывается в крайних обстоятельствах, он начинает взывать и бежать за помощью и искать убежища у Аллаха Субхану ва Тааля, только у Творца небес и земли. Даже те, которые поклоняются идолам, поклоняются иконам, поклоняются крестам, поклоняются еще чему-то, хорошо, поклоняются гробницам, поклоняются мертвым, хорошо, поклоняются ангелам. Так человек устроен, хорошо. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, когда покрывает их волна в море, происходит шторм страшный, тогда они, те, которые поклонялись идолам до этого, начинают искренне взывать к Аллаху Субхану ва Тааля и только к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что они понимают, что спасти и защитить их может только Всевышний Господь. Это что касается этого хадиса.